Нам совершенно не обязательно, чтобы текст у нас был вот так вот сплошняком в нашем документе. Нам может понадобиться в какой-то момент разбить текст на колонки. Apple Pages позволяет нам это сделать, и для того, чтобы это проделать, нам нужно сначала выделить нужный текст. Давайте на колонке разобьем не весь текст, а то, что у нас находится где-нибудь посередине, чтобы у нас был текст выше и текст ниже. Мы выделяем нужный нам фрагмент текста, тот, который планируем разбивать на колонки. Дальше переходим на инспектора в панель форматирования. Здесь нам понадобится вкладка «Макет» и самая первая группа «Столбцы». Давайте ее развернем. Что у нас здесь есть? У нас с вами есть один столбец, это мы видим вот из этой таблицы, что по сути и соответствует тексту документа. Текст документа по умолчанию это и есть один столбец. Мы же с вами хотим, чтобы столбцов было больше, поэтому в зависимости от того, сколько столбцов нам нужно, такую цифру мы и должны указать вот здесь. Либо с помощью стрелок ее увеличить, уменьшить, либо вручную прописать подходящую нам. И как только мы указали, что нам нужно два столбца, мы видим, что наш текст разделился сразу на два столбца. Их может быть здесь и 3, и 4, и 5, и так далее. Я ставлю 2. И какие настройки еще у нас есть? По умолчанию у нас стоит галочка одинаковой ширины, которая обозначает, что ширина первого столбца и ширина второго, то есть ширина, по сути, всех столбцов, будет одна и та же. Если нам нужно, чтобы ширина была разная для каждого столбца, мы эту галочку с вами можем убрать и задать вручную размер наших столбцов. Вот здесь с помощью вот этих вот цифр. Просто кликаем дважды в соответствующую цифру и указываем, какого размера будет тот или иной столбец. Размер остальных автоматически подстраивается, но в силу того, что размер листа у нас с вами одинаковый, размер листа не меняется, и общий размер всех столбцов в сумме тоже, соответственно, не может быть больше, чем размер листа. И здесь же можно настроить промежуток между столбцами. Это вот это белое пространство. Его можно сделать побольше или поменьше. Давайте побольше чуть-чуть сделаем. Если мы в какой-то момент захотим вернуться к одинаковой ширине столбцов, мы просто поставим галочку одинаковой ширины, и автоматически все придет к одинаковым столбцам. Вручную нам это задавать повторно не придется. И важный момент. Вот у нас с вами из выделенного текста, там было два абзаца, образовалось две колонки. Текст идет сплошняком, и в каком-то месте у нас с вами закончился наш один абзац и начался второй. Это не совсем то, что мы хотели бы видеть. Нам с вами нужно, например, сделать так, чтобы первый абзац из выделенного нами текста был в одной колонке, а второй абзац во второй. Для того, чтобы это реализовать, нам с вами нужно в правильном месте добавить разрыв столбца. Для этого мы ставим в нужное место курсор и затем переходим в меню «Вставка» и выбираем пункт «Разрыв столбца». У нас с вами разрыв вставляется в то место, где мы его задали. Получается теперь, что у нас первая колонка – это первый абзац, вторая колонка – это второй абзац, несмотря на то, что они разного размера. Просто во второй колонке будет некоторое количество пустого пространства добавлено, но при этом это соответствует, в общем-то, заданным нам параметрам разбиения колонок.